Нужно было работать на полях Осириса. Кто будет это делать? Правильно, это будут делать именно они. Называется ушедшие. Их грудами находили в гробницах фараонов. Не только Тутанхамона, а вообще всех. Это как бы свита его. Они сон стерегли, охраняли, оберегали и работали потом за него. Считается, что их должно быть 365. У Тутанхамона нашли аж 460. И установили, что оказывается, у них была еще своя иерархия. То есть были те, кто работал, свиньевые, разные бригадиры и так далее. Да? Вот. Но почему все не разного цвета, размеры и прочее, тоже сложно судить однозначно. Естественно, что они отличаются, видимо, и по ранжиру, по старшинству, да, кроме того старшего. Также можно предположить, что либо каждый из них отвечал за тот или иной день года, либо отвечал за тот или иной вид работы. Ну, здесь, естественно, только часть представлена. Далее. Когда открыли каменный кварцитовый саркофаг, сначала обнаружили вот такой вот ковчег деревянный, позолоченный, инкрустированный. То есть, эти же знаки, Верхний и Нижний Египет, другие знаки Осириса, посох, плеть, письмена, здесь на нем тоже. Когда его открыли, в нем обнаружили точно такой же, но размером поменьше, да, как 30 подвижек. Когда второй открыли, тогда уже обнаружили вот эту вот золотую маленькую мумию. Это сделано, так сказать, его рост, размеры и прочее. Ну, символика уже, в принципе, вся та же самая. Так вот, вес даже ее, где-то примерно 130 килограммов. То есть считается вся из золота отлита, в общем-то, да. Ну, исследования еще ведутся в этом. Когда ее открыли, вот туда и обнаружили мумию. Вот так маска одета. Почему? Ну, сохраняла лицо, золото не окисляется. Он мог в общем, воскреснуть, и лицо его сохранится под золотой маской. Туда вроде бы это Ка возвращалась, в нем жизненная сила. Тут замотаны сандали золотые, тут здесь на пальчики золотые, в нем замотаны амулеты, на груди замотан амулет скоробея, сверху еще все это одето, на нем все эти украшения, да, амулеты, вот, смотрите, посох еще с молодью, сами. Вот так вот она выглядела. И последний зал. Вот его погребальная процессия, вот его слуги и вельможи несут саркофаги с телом Тутанхамона в гробницу. Белый цвет траурный, у нас черный, а у них белый. Затем, вот эти вот чудные обезьянки, это бабуины, почитаемые животные. В общем и целом, они уподоблялись, так если образно говоря, самому богу Луны. Хотя в Египте не водились, их привозили из южных стран Африки, задорого продавали, а что ценилось? Железо, там, масла, благовония. Кто еще почитался? Собаки, как бы Анубису уподоблялись. И кошки уподоблялись богине Бастет. Домашнего очага по дороге, не дай бог кошечку там затронуть, обидеть человека. До нее, по ней до года могли траурно сопровождать. Значит, в данном случае для нас бабуинов символ начала ночи, начала смерти. И Тутанхамон сын Ка завоевает путь к царству мертвых, да, включая божественную своим пути своим домом. И здесь, вот он Анубис, вот он провожает загробный мир Тутанхамона и подводит его к богине Запада. На западе садится солнце, начинается ночь, начинается мир загробный. Поэтому кладбище делали на западе, поэтому я вам на карте показывал вначале, долина царей сделана на западном берегу Нила, а Фивы на восточном берегу. Но, в общем и целом, в каком-то роде она носила даже символ матери, потому что всегда потом рождала новую жизнь. И в руках египетские кресты как раз символы жизни. И вот здесь обряд разверзания уст она подносит Тутанхамону к устам, это египетский крест железный, разверзая ему уста, чтобы он мог дышать. Маска. Но штамповки и пайки не было, как вы понимаете. Чеканка из 2 листов золота была отчеканена она. Дальше, по символике вам уже знакомо. Черты лица считается точностью, повторяя черты лица Тутанхамона. Уши проколоты. Считается, что маску с проколотыми ушами одевали только на женщин или на детей. Значит, его считали еще ребенком. Хотя есть версия, что маска была не для него опять. Что маска была не для Нефертити. Ну, мол, одели на него. Но это, скорее всего, из псевдонауки. А, в общем-то, да, его действительно считали еще, похоже, что ребенком. Все вот это цветное, это не камешки, это уже краски, эмаль, уже камни, кристаллы, притирали, травы, смолы и прочее.
Значит, вот как раз о глазах. Вот эти подводки. Во-первых, такие длинные стрелки могли носить только фараоны. Даже от глаз бывало, от носа рисовали там чуть не до ушей. Простые люди такие длинные не могли носить, поменьше носили. Значит, для чего? Ну, естественно, что уже косметику использовали и для красоты, там, увеличения глаз и прочее. Но самое главное, в медицинских целях. Вот недавно читал исследования про эти их как раз краски. Они содержали свинец. Свинец обеззараживает. Но в отличие от средних веков, когда они там массами как бы избивали и жертвоприношения, и это символ царской власти. Да и фараоны не все носили, там, скажем, свою. Многие одевали ее. Золотую, серебряную, бронзовую, там, прочее, инкрустированную. Даже если вы ребенок или девушка и сели на трон Египта, опять в виде кобры Урей, которая защищала их. Формы оборотки были разные. Даже на видео было видно, там, у Аменхотепа была одна, у его сына другая, у третья. Значит, ну, скорее всего, это под своих божеств различных. Вот. Затем, ну и, кстати, 2 раза в 20 веке отваливалась борода. Последний раз в 15 году в Каирском музее, что там сделали с ней хранители музея, непонятно, она снова отпадала, заново так прикрепилась, да. Ну и с ней такой последний героический эпический случай, это 11 год, арабская весна, когда грабители вломились в музей похитить маску, но хранители грудью встали, так сказать, на защиту под автоматы. И вот здесь произошло, я все время говорю, момент истины, что-то случилось, грабители дрогнули и покинули музей, чего больше не тронули. И она осталась для нас, для культуры, для человечества в целом. На этой пафосной ноте мы заканчиваем. Можете смотреть, фотографироваться. Все. Значит, справа здесь выход, если что,